Сегодня в программе в Генеральском доме откроют музей Ижевска. Что помнят стены здания середины 19 века? Супругу генерала, которая была химиком, которая погибла здесь. Почему музей Ижевска помогают открывать европейские эксперты? Нужно правильно сделать концепцию. В столицу Удмуртии приехали эксперты из Европы, но никакой политики. Это эксперты в области музейного дела. Нашему городу они помогут открыть музей Ижевска. Напомню, разместится он в Генеральском доме в Летнем саду. Did the general used to live in this part of the building, or did I hear that Джеймс Александр – специалист ведущей европейской компании по музейному проектированию. Из Великобритании приехал, чтобы помочь Ижевску создать уникальный музей европейского уровня. Сегодня у экспертов рабочая экскурсия. Генеральский дом осматривают впервые. Мои первые впечатления крайне позитивные, положительные, потому что вы обладаете огромным промышленным наследием, которое заключается в этих зданиях. И это только если мы говорим об их внешнем облике, не говоря уже про истории тех людей, которые в них жили и работали. Генеральский дом – здание 19 века. Его построили как казенный дом для заводских начальников семьями. Построен он с умом. 5-метровые потолки, метровые стены с отопительной и вентиляционной системами. Самым примечательным хозяином здесь был генерал Яков Попов. Его жена Вера стала первой в России женщиной, доктором физико-химических наук. Во время одного из опытов в домашней лаборатории Генеральского дома произошел взрыв, и хозяйка погибла. Муж генерала тяжело переживал потерю. Он, собственно, на этой почве не то что свихнулся, но как-то стал, так сказать, немножко странным. Стал, значит, и теоретиком, первым в России теоретиком учения йоги. Нельзя считать его просто каким-то психом. Генеральский дом помнит и других хозяев. В начале 20 века, после революции, здесь обитали ЧК, клуб коммунистов и не только. История про Ижевское восстание и про штаб, который здесь находился, и штаб красных, и штаб белых. И вот этот период очень, конечно, драматичный. Генеральский дом станет не просто музеем. Это будет целый комплекс, в который еще войдут пивоваренный завод Бадалева и главный корпус завода «Ижмаш». Краеведы грандиозные задумки рады, но опасаются, хватит ли экспонатов. Отсутствие фактически экспонатов. То есть надо что-то виртуальное создавать, надо какие-то модели, макеты создавать. Но это тоже многолетний труд. Помочь музею с экспонатами предлагают горожанам. Те, у кого дома сохранились вещи, связанные с историей Ижевска, могут нести их в выставочный центр «Галерея». А техническая начинка и концепция за европейскими экспертами. Это будет не просто мертвый музей. Интерактив станет главным козырем. Нужно просто двигаться. Это же если нет пока денег, это же не повод ничего не делать. Нужно двигаться шагами. Для начала мы сделаем это здание и потихоньку, я думаю, что мы с вами музейный квартал в городе Ижевске получим. Музей Ижевска – это многомиллионный проект на несколько лет. Но дата первой экскурсии уже назначена. 12 июня будущего года, в День города, откроют премьерную экспозицию. Анастасия Бушмакина, Ася Лихарева, Владимир Лихарев, Антон Касьянов, ТНТ, Новый регион.